Ирон Ир Ариан. Хасан, позвольте задать деликатный личный вопрос, а именно, ваше личное мнение о остинском народе и на чем оно основывается. Пожалуйста, хотя бы краткий ответ. Ну, как вы считаете, какое у меня может быть отношение к остинскому народу? Я отношусь к остинскому народу как к нашим соседям, к народу, который, судя по всему, он имеет какие-то общие корни с чеченским народом. Это доказывал ваш самый знаменитый ученый Абаев. Он говорил, что субстратом этногенеза осетин, то есть основой, фундаментом происхождения остин, являлись какие-то древние племена, родственные чеченцам и ингушам. Он уточнял, не прямо чеченцы или ингуши, а какие-то не сохранившиеся до сегодняшнего дня племена, родственные чеченцам и ингушам. Так он писал в начале 60-х годов. Кроме того, осетины, они обладают кавказионским антропологическим типом, что является еще одним доказательством общности нашего происхождения. Ну и далее у нас есть общие обычаи, общая архитектура. Мы живем вблизи друг от друга. Ну, конечно, с течением истории случалось всякое в наших взаимоотношениях. Ну, как мы знаем, даже самые близкие друг к другу соседи иногда ссорятся, иногда мирятся. Но, тем не менее, они продолжают жить рядом, и в их соседстве всегда больше позитивного, чем негативного. От негативного нам надо избавляться, позитивное укреплять, и на это должно быть нацелены наши национальные самосознания, мировоззрения. Вот так коротко я могу сказать о моем отношении к остинскому народу. Я много раз бывал в Осетии. Мне нравится город Владикавказ, раньше он назывался Орджоникидзе. Он очень уютный, красивый город, так что и от природы, и от народа, и от города, от столицы Осетии у меня остались самые позитивные впечатления и самые позитивные воспоминания.